Здравствуйте, еще раз. Рада всех видеть и хочу поблагодарить Лилию и всю команду интервью, что пригласили меня выступить перед вами. Для меня это очень приятно, некое такое признание. Сегодня я вам расскажу свой 7-летний путь от того, как мы с маленького издания стали большим рекламным агентством. Ну, это я так скромно. Мне хочется так думать, потому что лично моя цель — стать рекламным агентством №1. И буду стараться, наверное, делать все, чтобы это действительно вот в 2018-2019 году реализовалось. Меня зовут Лайло, и я не алкоголик, я рекламщик. Вот. Как все начиналось? Кто знает вот это вот издание? Это уже хорошо, значит, 7 лет не зря работали. Да, это наше издание, оно называется «Мир рекламы». На самом деле мы особо над названием не думали, над концептом не думали, ничего не... В общем, даже никакого мозгового штурма в этом случае не было. Я с подругой работала в рекламной газете, менеджером по рекламе, мы приносили рекламу, и потом в какой-то момент мы понимаем, что нам скучно. Нам скучно, нам тесно, мы хотим реализовать свой потенциал и старались всячески это реализовать. Потом у нас был маленький путь в журнале «Элита». Опять-таки не сложились отношения с руководством, и опять-таки наш дух требовал свободы, я чуть-чуть даже волнуюсь, требовал свободы и самореализации. Что нам понадобилось? Мы были 2 девочки, да, у нас не было денег, у нас была Nexia, и то она была в кредит. Мы пошли, взяли в долг. Друзья мои, если кто-то сейчас на пути открыть какой-то свой бизнес, не бойтесь. Лайло, можно это... сесть, да? Да, сесть. Хорошо. Для этого нам особо много не понадобилось. Мы пошли, я сразу скажу, и постоянно благодарю этого человека. Это Бахром Абдурахмонов. Если кто знает, это директор ювелирного дома Акика. Мы к нему пришли, 2 23-летние девочки, и сказали: дайте нам долг. Зачем нам нужно открывать издание? Какой мы мир рекламы? Хотя подруга советовала открывать женский журнал, но я сразу почувствовала, что там денег не заработаешь. Да, с женским журналом у нас все сложно. И мы решили, так как мы умели хорошо продавать рекламу, давай не париться, сделаем мир рекламы, будем продавать рекламу, у нас будет просто каталог товаров и услуг, распространяем бесплатно, и никто не парится. И всем будем, как можно рекламу покупать, будем отдавать. Вот смотрите, у нас вот такое клевое издание, вот такие товары и услуги существуют на рынке. Вот, мы взяли $500 в долг, потом мы сидели на Садбарге, в самом ужасном здании, наверное, в моей жизни, но оно было настолько, с ним связано больше, наверное, теплых впечатлений, потому что все начиналось там. Это был один красный диван с клуба. Это было 2 стола со столовой и 2 компьютера, взятые взаймы у интернет-кафе. Я сильно отличаюсь от всего, что было. Просто я хочу рассказать, как все было, без прикрас. И одну ремарку можно я позволю себе? Почему вот Лайло, мне очень дорог этот человек на рынке, потому что в крупных изданиях частенько я знаю, что руководители зовут к себе журналистов, рекламщиков особенно, и говорят: почему у мира рекламы получается, а у нас нет? Почему? У них те есть. Хотя маленький журнал, то есть вот этим вы вообще, конечно, молодцы. Да, я знаю, что в других журналах очень часто из-за имени Лайло случается собрание, очень жесткие собрания из-за этого. Нас это радовало, и тем более я считаю, что такие вещи немного стимулируют другие издания развиваться, и я видела рост, и это меня больше радовало. Вот мебель и столовая, дизайнер, который Юнуском в Азия Плюс работал, он согласился, хотя мы ему даже, наверное, заплатили, сделать все бесплатно, окей. И самое интересное, мы вдвоем такие, почему-то в одинаковой одежде, почему-то нам хотелось, ходили с порванным журналом и говорили, что у нас вот такой будет журнал, что он будет вот такого размера, и там все будет реклама, мы его бесплатно раздадим, давайте. Наверное, все рекламодатели чисто из жалости первый раз давали нам рекламу, но мы собрали в результате 34 страницы рекламы и распечатали все это в Китае. Плюс где-то, наверное, $500 на сейчас с моей памятью мы заработали и отдали долг. То есть зато процесс пошел. Вот. На сегодняшний день мы, на самом деле, я очень горжусь и могу гордо сказать, что выпустили 60 выпусков, и я очень люблю это издание, потому что
оно нам помогло реализовать свой потенциал и найти свой путь, потому что до этого я не понимала, кем я стану, а здесь я четко поняла для себя, и сегодня вот на этой сцене могу гордо сказать, что действительно, да, я рекламщик. Но рекламщик именно в средствах массовой информации. Вот. А потом нам стало опять скучно, нам было постоянно скучно, нам хотелось опять что-нибудь. Мы решили открыть газету «Мир ремонта». Механика такая же. Мы собирали рекламу, говорили, мы понимали, что строительный бум, мы собирали рекламу, печатали ее, красиво все оформляли и сделали первый глянцевый журнал о ремонте недвижимости. Эта газета помогла нам, естественно, хорошо подзаработать. Это было, наверное, на 3-й или 4-й год мира рекламы. И мы уже радовались тому, что у нас не одно издание, а 2. Следующий наш шаг, опять нам становится скучно, мы делаем карту города. Друзья мои, вот некоторые из вас ее узнают. Мы решили, что так, этим помогли, строителям помогли, теперь каждый нашему туристу по городу как бы ходить и понимать, где что есть. И мы сделали карту города, опять-таки привлекли рекламодателей на карте, их всех красиво отметили, если вот вы видите, и сделали ее на 2 языках, и тоже это было очень, до сих пор есть очень крутой проект. Все гостиницы спрашивают, дайте, нам нужна карта путеводитель. Мы ее бесплатно распространяем, но я знаю, что «Газпром» умудряется его продавать. Каким боком, я не знаю, и как он туда попал. Вот. Но в какой-то момент я побывала на одной встрече, и рекламодатель мой, а это часто, наверное, даст соврать, очень уверенные в себе люди, что я вам деньги за что. И он так вот бросает журнал, называет наш журнал спамом. Я хорошо. Вы журнальчик, то есть это было очень сильно задето самолюбием, амбиции, то есть, наверное, кто издает издание, понимает, сколько сил и труда нужно, чтобы это сверстать, чтобы это собрать, чтобы поправить ошибки, чтобы отправить на печать. Тем более мы уже печатали в другой стране, и человек не понимал этого труда, и назвав нас спам, я думаю, ну все, надо что-то с этим делать. Правда, мы его переубедили через некоторое время, и он заплатил нам за рекламу за год вперед. Я не знаю, как нам это удалось, но получилось. Но самое главное, вывод из этой встречи у нас было, что надо проводить мероприятия. Я не знаю, поднимите руки, кто слышал о проекте «Ночь пожирателей рекламы». Ну вот, почему именно этот проект? Так как мы выбрали как путь самурая, путь рекламщика, мы решили делать именно все мероприятия и все, что касается нас, именно около рекламы. То есть мы не делаем свадьбы, мы не делаем такие конференции, не связанные с рекламой. Мы хотели развивать именно этот рынок и понимали, что за ним будущее. И сегодня мы это осознаем четко и уверены, что выбрали правильный путь. И понеслась. Все? Кликер не работает? Нет, работает. А вот. Да, мы сделали «Ночь пожирателей рекламы». На самом деле я не была уверена, что мы будем ее делать. Я слетала просто в Санкт-Петербург, и там на каком-то ужине ведущий встает, говорит, а вот в следующем году «Ночь пожирателей» будет в Душанбе. И подходит ко мне, дает микрофон, говорит, какого числа? Я говорю, 27 марта. Я не знаю, почему я придумала это число, но на самом деле «Ночь пожирателей рекламы» состоялась в марте. Это было очень клевое мероприятие. Это было в театре «Опера Балет». Весь антураж. Вот сейчас, честно говоря, мне тяжело вспомнить, но я помню, что каждый, кто выходил из театра «Опера Балет», говорили спасибо, было это круто. И я понимала, что да, хорошо, потому что когда ты создаешь мероприятие, ты не можешь его оценить, и ты не можешь его оценить тем более объективно, насколько оно хорошо или плохо. Вот. Тогда мы стали уже звездами, то есть вся моя команда чувствовала себя рок-звездами, мы ходили уже увереннее, теперь нас могли назвать журнальчиком, потому что мы делали «Ночь пожирателей рекламы», мы собрали там 500 человек и все вместе смотрели рекламу. Вот. Но механика там очень простая была. Мы, если с коммерческой точки зрения, мы привлекали партнеров и продавали билеты. Наша задача была за счет партнеров сделать мероприятие, а за счет билетов заработать. И самое классное, что мир рекламы в этом случае очень сильно помогал, потому что все гости, все, что происходило, было бартером.
То есть мы совсем договорились, ребят, мы делаем вот эти, ну, вот в журнале у нас рекламу, а вы нам даете, допустим, пару номеров на пару ночей. Это очень сильно нам оптимизировало расходы и сильно помогало, и поэтому рекламу никогда в жизни мы, наверное, в этом плане, хотя есть более такие проекты, но мы его не отпустим. Он очень сильно нам в этом плане помогал. Вот. Да, конечно. Сколько вы на это потратили? Сложилось собрать партнеров? Собрать партнеров, я помню, что мы продали Лотоспорту, это был генеральный партнер, $5000 генеральный пакет. А сколько потратили, честно говоря, вот я помню, сколько... Времени? В декабре я была в Санкт-Петербурге, и в марте состоялось мероприятие. Да, мы все усердно готовились, мы прям очень сильно боялись, всех трясло, но старались выложить на все 100. Да, практически 3 месяца, да, декабрь, январь, февраль, январь, февраль, март мы готовились. Вот, после этого, ну, после того, как мы звезды, как же мы будем теперь называться? Мир рекламы как-то, ну, как-то по-советски, что ли. Мы решили придумать себе название и назвать себя рекламное агентство Пурну. И чтобы это было красиво, мы в том же году, в июне месяце, решили сделать маркетинговую конференцию. Опять-таки, эта история была такая, что она должна была быть обязательно связана с рекламой и улучшением самой рекламы. То есть нам хотелось, чтобы приехали спикеры, прочитали какие-то крутые вещи, и все рекламщики, все рекламодатели, все вдохновились какими-то очень клевыми вещами. И мы создали Best Marketing Craft. Это была очень клевая история. Вот мои маленькие курнурята. Это было в Хаяте. Мы пригласили одного спикера из России, из Кыргызстана. Они приехали, рассказали, как круто быть рекламщиком в России. И, наверное, у вас тут тоже, возможно, это получится. Я могу, да, видео поставить? Я вам поставлю видео со второй конференции, с первой у меня, к сожалению, видео. Это уже вторая конференция, где мы собрали, все спикеры были из других стран. Евромебель, мы сидели не на стульчиках, мы пригласили Евромебель, и все было в диванах. То есть всем было комфортно, все лежали, кухни, диваны. Вот так вот выглядела наша конференция. Это одно из бизнес-мероприятий, которое мы проводили. Это оно, наверное, и будет единственным. Видно, да, что я первый раз выступаю? Shift F5. Вот, так, и теперь у нас было 3 издания, самых разных. Мы делали мир рекламы, мы выпускали мир ремонта, мы выпускали раз в год карту города. Задетость самолюбие было немножко поправлено, мы были уже немножко в себе увереннее. И после того, как мы почувствовали весь, наверное, хороший потенциал создания мероприятий, и к нам, самое интересное, начали обращаться люди. Хотя я каждый раз этому удивляюсь. У нас состоялась вторая ночь пожирателей рекламы, хотя нам ее, вот опять-таки, была тема затронута. Мы ее опять хотели делать в театре оперы балет, но нам сказали, что, товарищи, за одну неделю, даже не за одну, за 2 дня, что мы вам театр не дадим. Хотя гости приехали из Казахстана, танцоры, из Санкт-Петербурга продюсеры, то есть человек 10
уже приехали, билеты оплачены, гостиницы, все, просто дайте нам здание, и мы проведем это мероприятие. 1 апреля я понимаю, что после пресс-конференции нам театр не дадут, а я на меньшее не соглашусь, и мне говорили, делай в каком-нибудь другом здании. Я говорю, нет, я лучше его отменю, но как бы, лучше никак, чем как попало. И мы перенесли мероприятие, провели мы его в Хаяте. Тема была оперная. У нас самое интересное, это моя сотрудница, мы ее переодели, с ней же сняли видеоролик, то есть мне хотелось придать в этот раз ночи, первая ночь была восточная, а в этот раз оперную тему. И опять это был просмотр очень крутых роликов, все было очень интересно, но Хаят не совсем удобная площадка для этого проекта. Вот, но, тем не менее, все было весело, всем понравилось, все довольно ушли. И, то есть, те обязательства, которые мы должны были выполнить перед нашими рекламодателями, перед нашими партнерами, которые заплатили нам деньги, были выполнены. Вот. Опять же, BMC видео, которое уже видели, Акике мы в этом году придумали вечер любви, потому что они хотят ассоциироваться с любовью, с отношениями с семьей. Это было «сделай покупку на какую-то сумму». То есть мы постоянно задумываемся о монетизации тех или иных проектов не только для себя, но и для партнеров. Вот. Нужно было сделать покупку именно мужчине для своей любимой на определенную сумму и попасть в Хаят на вечер любви. Тоже было очень интересное мероприятие. Мы сделали столики по 2 человека. И все это тоже, вечер любви у нас тоже удался. Это позапрошлый год. На самом деле, на сегодняшний день я работаю с компанией RC Cola. Наша команда работает с командой RC Cola, но Coca-Cola также оставила след нашей компании, так как этот проект мы придумали сами. На самом деле, слава богу, в этом году у нас елка стоит. В прошлом году этого всего не было, и просто инсайт, то, что надо людям подарить праздник. Опять-таки были написаны письма в Кукумату, что мы хотим в парке около театра оперы и балет устроить от имени Кока-Колы большой новогодний праздник. Спустя, наверное, где-то 10 декабря к нам пришли и сказали нет. Я говорю, как нет, почему? Непонятно. Я говорю, ну это Новый год, что плохого, хотя бы обоснуйте. Ну, в Кукмате мне сказали нет, и нам пришлось, хотя мы думали в тот момент, что мы его делать вообще не будем, переехать в Ашан. В Душанбе Молл это было тоже очень клево. 4 дня мы просто, люди приходили без остановки, наверное, мы за 4 дня провели Новый год где-то с 5000 людьми. То есть каждый день к нам приходили, вечерами были какие-то концерты. Самое интересное, мы запустили, если кто помнит, грузовики по городу, они раздавали вместо Кока-Колы почему-то фанту, ну ладно. Но мы, тем не менее, были рады, да. Была хендмейд-зона, где из бутылочек, из всякой кока-кольных штучек делали. Лайла, вы это все сами продумываете, то есть вот эту программу? Вот для нас, чем мы от других отличаемся, от других ивентов, тем, что для нас каждый проект — это какая-то генерация своих идей и наверное, удовлетворение своих потребностей. То есть нам вот в Новый год захотелось праздника, да, окей, давайте сделаем праздник, еще на этом заработаем, ну, полезно и приятно. Потому что это нам тоже удалось, и через неделю к нам приходит RC Cola. Говорит, откажитесь от Coca-Cola, работайте с нами. Это уже другая история, да, на другой сессии я вам расскажу. Мы делали, опять-таки, там же, после нашего хорошего мероприятия с Coca-Cola, к нам пришли из ДРЦ Алладин, когда он не работал, сказали, сделайте нам открытие. Я говорю, зачем нам делать открытие, давайте деньги заработаем. Он говорит, как? Я говорю, ну вы мне заплатите вот эту сумму, а вернете вот эту сумму себе. Ну там ургутские им все понравилось. Да, нам удалось продать билеты на открытие ДРЦ Алладин. Они сами до сих пор удивляются, почему-то в конце еще были какие-то идеи, что они мало заработали. Я говорю, товарищи, вы заработали, вы еще сделали себе открытие, как так? Это было очень тоже интересное мероприятие, 3 дня дети тусовались, мы пригласили из Москвы шоу Ньютона, это из жидкого азота он делал всякие опыты, но тоже очень было весело. Ну, для детей я понимаю, что наши дети должны быть полны каких-то впечатлений, и только тогда вырастет какое-то, наверное, поколение, которое понимает, что мир, он огромен. Поэтому мы всю душу вложили в этот проект, чтобы дети получили ну, прям порцию позитива, порцию креатива и вдохновение. Вот, и самый мой любимый проект — это вот RC Cola. Фестиваль еды. Он был, опять-таки,
для меня очень амбициозным, потому что мы обещали клиенту собрать 10 тысяч человек за 2 дня. И когда он сказал, ну, мы вроде как фестиваль, мы сделали презентацию, посчитали, сколько это будет стоить, мы отправили, я была в Бишкеке, мне звонят, мы купили, я классно, потом сижу, господи, как же я это сделала. Ну, слава богу, есть другие страны, я слетала в Москву, где проходил фестиваль «Идео да еда». Я посмотрела, вроде несложно, пообщалась с организаторами, и все у нас получилось, и опять, если вы мне позволите, я покажу вам видео. А кто-нибудь был на фестивале еды? Не успели. В качестве кого? Да, у нас все постоянно с едой, или рекламу мы кушаем, или же это. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush. Now I might only said too much, but that's all it Мы was. пригласили из So I gave it up. Казахстана, I вот live там, my day as там, if it was the last. он тоже приехал и я сказала, мы разрисовали 2 контейнера, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. был приглашен Санкт-Петербург Аполло, который показывал мастер-классы, и все наши конкурсы были связаны так или иначе с едой. Снимает наш видеомейкер, все ролики, которые вы видели, снимает один и тот же мой любимый, он учился, любимый видеомейкер. Лайло, спасибо огромное. И вот, если позволите, я горю желанием задать вам первый вопрос. А сейчас чуть-чуть там совсем. Получается, что мы умеем сегодня? Ну, теперь мы умеем все. На самом деле, когда мне говорят, как вы это делаете, я говорю, даже если ты не умеешь, скажи, что ты умеешь, ты научишься. То есть в этом проблемы нету, и, наверное, в этом и есть весь кайф того, что мы делаем. И поэтому мы сегодня умеем и позиционируем торговые марки, и ну, все что угодно. И получается, следующий наш шаг, теперь нам опять скучно, мы хотим освоить интернет-пространство, мы хотим делать крутые проекты именно в диджитале. И, наверное, в 2018 году, если меня опять пригласят на похожее мероприятие, буду хвастаться какими-то интернет-проектами. И я была недавно на очень крутом форуме, Global Synergy Forum, и там один, я уже не помню, кто сказал, мы сами должны стать переменами, которые хотим в этом мире. То есть от кого-то что-то ждать, друзья мои, не приходится. Вот и все. Спасибо огромное.